По данным Следственного комитета, самодельную бомбу металлоискателя на проходной ФСБ в Архангельске активировал 17-летний юноша. Он получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался при оказании первой помощи. Ранения получили также трое сотрудников ФСБ. Председателям Следственного комитета дано поручение в кратчайшие сроки установить мотивы совершенного преступления несовершеннолетним, причины и условия, способствовавшие этому, происхождение взрывного устройства. Сегодня утром участник чата анархистов «Речи бунтовщика» в Телеграме с ником Валерьян Панов заявил, что намерен совершить подрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области. По его словам, он решился на это, потому что, цитата, «ФСБ фабрикует дела и пытает людей». Свой пост сегодня он разместил в 8:45 утра. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что взрыв произошел в 8 часов 52 минуты. Да, я видела, когда проходила, значит, подъехала скорая, значит, на крыльце что-то лежало черное, что-то там, как видимо, непонятно. А вот выносили этого одного человека, на носилках, и голова была в крови. Следственный комитет уже распространил фото юноши, но официально его имя не называется. Российские журналисты утверждают, что за ником Валерьян Панов скрывался второкурсник Архангельского политехнического техникума Михаил Ж. Издание «Знак.ком» опубликовало фото студенческого билета, который якобы обнаружили на месте взрыва. В самом учебном заведении отказались давать комментарии по этому поводу. Некоторые учащиеся техникума опознали знакомого в опубликованных фото. На вид спокойный человек, нет никаких этих, подозрительных, не подозрительный, в общем, человек. Вы его узнаете на этих фотографиях? Да. Скажете вот на фотографию? Да. То есть вот узнаете его здесь? Да. Угу. А вы, получается, на параллели учитесь? В 14-й группе, я в 12-й. Второй курс, он тоже на втором курсе. Сейчас следователи проверяют подозреваемого на причастность к деятельности запрещенных в России организаций. По словам представителя Следственного комитета, сейчас проводят обыски дома у подозреваемого, допрашивают его родственников, знакомых и других людей, которые могут располагать полезными для расследования сведениями. Александр Касаткин. Настоящее время.